Арктический форум, в отличие от предыдущих, был таким переломным этапным. Было программное выступление президента страны, в котором провозглашены основные принципы огромных преференций, которые получат проекты инвестиционные в арктической зоне. И как раз наша вся работа была вокруг подготовки предложений по этой новой программе развития Арктики. Мы и в Госкомиссии по развитию Арктики я выступал аж там 4 раза по всем аспектам этой программы. Была отдельная встреча губернаторов и с иностранным участием губернаторов Северного форума, стран Северного форума. Отдельно была встреча у нас губернаторов арктических территорий Российской Федерации. Подписан ряд соглашений, которые касаются развития арктической зоны, в том числе, на самом деле, такое для нас тоже знаковое с Северным морским флотом, потому что развитие ТИКСИ мы, конечно же, сейчас обязательно должны рассматривать в свете развития безопасности границ нашей страны, развития вооруженных сил нашей страны. Подписано соглашение также и с крупными компаниями, такими, опять же, по освоению Арктики, такими как, например, вертолеты России. Проведены ряд переговоров с крупнейшими компаниями, которые уже действуют на территории Арктики нашей. Это Полиметаллом, с компанией ИС по освоению Тамторского месторождения редкоземельного. Очень полезно, на мой взгляд, то, что эти встречи были абсолютно практические. Даже, например, я встречался с одним из руководителей Министерства иностранных дел Канады, и мы еще раз сейчас договорились о том, что будет дополнительная поставка, скажем так, лесных бизонов к нам сюда, в республику, для того, чтобы проект восстановления популяции лесного бизона шел гораздо более быстрыми темпами, чем он идет сейчас. При этом, еще раз говорю, это очень важно, так как мы знаем, что Канада – это та страна, которая присоединилась к антироссийским санкциям. То, что такие решения принимаются, это все-таки показывает, что в вопросах Арктики все-таки мы можем находить общий язык с другими странами, даже которые сегодня выступают против нас на международной арене, и находить общие точки соприкосновения и во имя мира во всем мире решать определенные серьезные вопросы.